В столице Киргизии Бишкеке депутаты национального парламента и гражданские активисты возложили цветы перед зданием посольства России в память Бориса Немцова. Один из лидеров российской оппозиции был застрелен в Москве 27 февраля. Его сторонники в Киргизии высоко оценили деятельность Бориса Немцова как оппозиционного политика, а также сторонника либеральных реформ в экономике и призвали к тщательному расследованию его убийства. В Молдавии сотни людей почтили память погибших в ходе конфликта в Приднестровье в 23-ю годовщину его начала. На митинге в Кишиневе возле мемориального комплекса перед ветеранами, военнослужащими, а также родственниками погибших выступил президент страны Николай Тимофти. В период с марта по июль 1992 года в ходе вооруженного конфликта, возникшего после провозглашения Приднестровьем независимости от Молдавии, погибли сотни людей. Конфликт остается неразрешенным до сих пор, как и вопрос о статусе Приднестровья. В столице Афганистана Кабуле объявлено о радикальном обновлении руководства городской полиции. Генерал Абдул-Рахман Рахими, возглавляющий полицию Кабула, заявил о смене руководителей полицейских подразделений всех 17 районов города. Президент Афганистана Ашраф Гани, вступивший в должность в сентябре прошлого года, пообещал взять под свой контроль реализацию мер для деполитизации полиции Кабула. В столице Ирака Багдаде пожарные и полицейские приняли участие в организованном Министерством внутренних дел страны параде в честь подразделений гражданской обороны. Он состоялся здесь 1 марта, во Всемирный день гражданской обороны, который был учрежден базирующейся в Женеве Международной организацией гражданской обороны.